И снова утро Якутии, и снова очередной четверг. И как будто бы ничего не меняется. 9 апреля на календаре. Да. Мы очень рады, что вы встречаете это утро вместе с нами. Катерина Винокурова, Павел Танин всю эту неделю вместе с вами. Да, просыпаемся, начинаем новые дни, все, которые были, предыдущие 3 и сегодняшний 4-й день недели. И все это не только мы вдвоем, это и вся команда нашей программы, которая готовит замечательные материалы, которые заставят вас где-то улыбнуться, где-то подумать, где-то узнать что-то новое. И все это в совокупности даст вам хорошее настроение, поможет получить хорошее настроение на весь наступивший день, чтобы все, что вы хотите сегодня сделать, обязательно получилось, и вы вечер уже встречались с таким чувством удовлетворенности, что да, я сегодня все сделал. Пусть будет так. Ну и сегодняшний день не исключение. Мы тоже подготовили для вас много чего интересного, полезного. А также у нас, напомним, наш канал ВМАКС. Входите, вступайте. Там всегда все то, что вы, возможно, пропустили или возможность узнать что-то новое. Также у нас сегодня в эфире ожидается игра, где, благодаря которой победитель сможет получить билеты в кино. Да, чуть подробнее об этом попозже. А сейчас давайте узнаем о погоде. В центральных районах сегодня днем ожидается -2, -4 градуса. В заречной группе от -3 до +1. В южных -4 и 5. В Вилюйской группе также от -4 до 5 градусов мороза. В Нижнеленских до -4. В западных -2, -7. В Колымо-Эдигирской группе -4, -14. В Янских -7, -12. На северо-западе от -11 до -20 градусов. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 5 градусов мороза. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой мокрый снег, гололедица на дорогах. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, 0 градусов. Погодка сегодня нас тоже решила порадовать, потому что утром не такой холод, как, допустим, прошлые дни был, всего лишь -5 градусов. Это вообще уже почти лето наступило, можно этому порадоваться. Ну а мы переходим дальше, двигаемся дальше и готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Кабмин одобрил снятие ограничений на продажу конфискованного жилья. Действующим законодательством разрешается продавать недвижимость, изъятую у коррупционеров, если ее рыночная стоимость на вторичном рынке в 2 или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле. Площадь квартиры умножается на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе по данным Росстата. Инициатива также предусматривает исключение нормы, по которой повторное выставление имущества на торги возможно не ранее, чем через полгода после признание вторых торгов несостоявшимся, что позволит ускорить продажу таких активов. В России более 2,5 миллионов человек страдают деменцией. За последние десятилетия болезнь заметно помолодела. Помочь пожилым людям с когнитивными нарушениями готова студия «Долгожить». В ее дневном стационаре на 15 коек в течение 2 недель проводят специальные занятия. В работе используют нейрокогнитивную стимуляцию, элементы этнопедагогии. Традиционные формы общения и песни помогают пациентам улучшить внимание, мышление и память, а также снизить тревожность. Студия проводит консультации для родственников, организует выездные занятия на дому. В данное время у нас реализуется проект «Студия когнитивного здоровья Долгожить», который поддержан фондом президентских грантов. Нейротренеры, они в основном занимаются развитием памяти, мышления. И также самое главное их функции – это общение, это дать внимание человеку, пожилому человеку.
В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, салфетки и шприцы. Правительство России дополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» 12 позициями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, маркировки будут наносить на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, а также аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных. Кабмин принял решение на основании обращений производителей и импортеров медиаизделий. Пожарные Мирного приняли участие в традиционном обряде сжигания чучела, символизирующего окончание холодов. Мероприятие прошло на глазах у горожан, став ярким и безопасным финалом зимнего сезона, ознаменовавшим приход весны в алмазную столицу. Подробности далее. Обнаженные мирнинцы вынесли из городского парка 35 тысяч рублей. Денежные сертификаты мужчины заслужили, используя силу и смекалку при покорении деревянного столба. Забраться на вершину и сорвать мешок с номерком удалось 3 парням. Другие добывали приз иначе – тягали гирю на скорость. С традиционных народных забав в алмазной столице стартовали проводы зимы 2026. Кажется, добрая половина города вышла встретить весну. В этот раз пространство для гуляний было куда больше. В парке открыли амфитеатр. Впервые сотрудники управления спорта, культуры и молодежной политики Мирного провели здесь праздничный концерт. Проводы зимы – не проводы без чучел. На тематической аллее инициативные мирнинцы выставили расписных барышень. Фото с самыми необычными теперь хранятся в телефонных галереях горожан. Внимание прохожих приковали черная Марена, медицинская кукла Мария Медница и солнечная пилотесса. Последняя принесла команде авиакомпания «Весна» победу и 20 тысяч рублей. 3 коллег мастерили чучело несколько недель. Наша солнечная пилотесса облетела всю страну, побывала в каждом уголке нашей Родины, собрала все тепло, уют, всю красоту с каждого уголка, с каждой республики, подружилась с всеми народами. Все это тепло привезла к нам в Мирный, чтобы у нас была здесь наконец-то весна, чтобы снег растаял, чтобы души людей таяли, все улыбались. Страшная участь ждала главное чучело праздника. Его сожгли. Причем сделали это пожарные. Так что весна в Мирном официально наступила, пусть и на 1,5 месяца позже, чем в других регионах России. Новости позади, а значит, можно переключить внимание с событий в мире на себя. На календаре апрель, за окном весна, набирает обороты, и организм сам просит просыпаться вместе с природой. Но одно дело хотеть бодрости, и совсем другое помочь себе ее обрести. Самое время встать, потянуться и разогнать остатки утренней полудремы. Наш инструктор спортивный подготовил короткий, но эффективный комплекс без сложных движений, зато с отличным настроением. Повторяйте эти движения, и ваше тело скажет спасибо уже через пару минут. Всем доброе утро, всем чудесного и прекрасного настроения. Повторяйте эту зарядку вместе со мной, чтобы проснуться, чтобы взбодриться и чтобы ваш весь день прошел на ура. Итак, поехали. Первое упражнение мы выполняем полуприсед с подъемами рук вверх и сбрасываем их вниз. Показываю. Раз, раз, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ножки, ручки встряхнули. Следующее упражнение. Мы разводим локти в стороны, раскрываем наш грудной отдел. Приготовились? Поехали. Лопатки сзади хорошенько сводим. Делаем это упражнение очень медленно и аккуратно. Также делаем это упражнение 15-20 повторений. Обязательно при этом правильно дышим. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 3, 2 и последний. Отлично. Следующее упражнение. Мы поднимаем руки вверх, касаемся плеч и опускаем их вниз. Вдох,
выдох. Можно при этом встать на носочки. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, в последний раз. Отлично, прекрасно. Следующее упражнение у нас будет подъем рук вверх-вниз. Мы поочередно поднимаем ручки вверх-вниз. Также при этом можно вставать на носочки. Если вам тяжело, можете на носочки не вставать. Итак, поехали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, ручками потрясли. Следующее упражнение у нас мы обнимаем себя ручками. Бросаем из стороны в сторону, раскрываем грудной отдел, дышим. Можно даже по себе чуть-чуть похлопать. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Также повторяем это упражнение 15-20 повторений. Улыбаемся, включаем себе активную музыку и поднимаем себе настроение. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. Обязательно начинайте утро с утренней зарядки, чтобы ваше настроение всегда было отличным. До следующих встреч. Ну а каждый день календаря хранит в себе что-то, что когда-то изменило ход истории, подарило миру новое имя или просто запомнилось современникам. Какие события произошли ровно в этот день в разные годы, кто из великих родился, а кого, быть может, мы вспоминаем с благодарностью. Листать календарь в поисках ответов долго, поэтому мы собрали самое интересное сами. На календаре 9 апреля, день финского языка. По народному календарю Матрёна Наставица, Полурепица. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины просили благословения на труд у святой Матрёны. Этот день в истории. 1682. Путешественник Лассаль провозгласил владением Франции большую американскую территорию. 1699. Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улицы и переулки. 1782. В Париже открылся один из крупнейших театров Франции – Одеон. 1989. Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши. В этот день родились 1906 Леонид Соловьев, советский писатель и сценарист. 1926 Всеволод Сафонов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1933 Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино. 1958 Елена Кондулайнин, советская и российская актриса, певица, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел. Ну а мы перейдем сейчас к важной теме, а именно льготные лекарства. Это не просто медицинская тема, а ежедневная забота миллионов людей, особенно тех, у кого хронические заболевания, кто старше или кому требуется дорогостоящее лечение. Как не пропустить срок переоформления рецепта? Что делать, если аптека разводит руками, и кто вообще имеет право на бесплатные препараты? Разобраться в этих вопросах нам поможет наша гостья в студии Ульяна Портнягина, главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике. Ульяна Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, да, кто вообще имеет право на льготные лекарства, то есть кому они полагаются? Сохранение здоровья населения, увеличение активной продолжительной жизни, снижение смертности – это основные важные задачи государственной программы в сфере здравоохранения. Наряду с диспансеризацией, с диспансерным наблюдением, льготное лекарственное обеспечение помогает хроническим пациентам с тяжелыми заболеваниями. Льготное лекарственное обеспечение – это государственная программа,
по которой определенная категория лиц получают бесплатное, именно необходимые лекарственные препараты по своему заболеванию. И мы понимаем, что льготное лекарственное обеспечение, оно бывает из бюджета республики и федерального. И мы на сегодня знаем, что у нас есть 8 категорий лиц, это 5 программ по федеральной программе, да, это 5 групп значит, пациентов, которые к ним относятся. Это первое, это все инвалиды первой, второй, третьей группы, дети-инвалиды, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны и другая категория лиц согласно 178 федеральному закону. Вторая группа, да, это 14 высокозатратных нозологий, такие тяжелые заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, злокачественные заболевания кроветворной системы, рассеянный склероз. Здесь ведется централизованная закупка, да, и поставка Минздравом Российской Федерации. Третья группа пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, инсульты, и в течение 2 лет они получают бесплатные лекарственные препараты. Туда входит 31 наименование. И четвертая группа – это дети, которые страдают тяжелыми орфанными заболеваниями. И пятая федеральная группа – это пациенты паллиативного статуса. Региональная программа, здесь также определенная категория граждан. Это 819-е постановление правительства. Сюда входят дети первых 3 лет жизни, дети из многодетной семьи до 6 лет. Сюда входят также инвалиды 1-й и 2-й неработающей группы. Сюда входят также малочисленные народы Севера, проживающих в сельской местности. И также в эту группу входят пациенты именно с 31 наименованием болезней, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева. Все это прописано в нормативных документах. Вторая группа – это военнослужащие, да, которые ушедшие в запас, принявшие участие в СВО. Да. Третья – это ветераны тыла и, значит, лица, которые подвергались политической репрессии. И группа также, опять же, это высокозатратных заболеваний, тяжелых, по 17 нозологиям. Ну, достаточно широкий список, да? Ага, а как-то специально нужно пойти подать вот на эту льготу, или она все-таки автоматически? За 2025 год у нас было 185 тысяч льготников, да, это все-таки большое количество. Автоматически не получится это получить, поэтому необходимо, значит, пациенту подойти в свою поликлинику по месту прикрепления с паспортом, полисом и удостоверяющим документом, да, и уже лечащий врач, также это терапевт, он выписывает, значит, лекарство, да, рецепт на льготное лекарство, и далее уже пациент идет в аптеку, которая участвует в государственной программе льготного лекарственного обеспечения. Что если вот пришел в аптеку, а льготного препарата нет в аптеке? Ну, такое тоже может быть. В каких случаях? Когда впервые выписывается новый рецепт пациента, так как медицинская организация еще не успела закупить лекарственный препарат, и тогда ведутся уже торги, закуп этого препарата. Также может быть такая дефектура со стороны поставщика, то есть задержка прибытия лекарственных препаратов или задержка на производстве. Но в этом случае, конечно, врачу лечащему необходимо заменить на тот лекарственный препарат, на ту же группу препаратов, которая имеется в наличии, и пациенту объяснить. Ну, обычно, согласно, опять же, нашим нормативным актам, работа с этим рецептом, с отсутствующим препаратом, она проводится от 10 до 30 дней. А на все ли лекарства применяется льгота, и действует ли она на какие-то дорогие импортные лекарства? Ну, дорогие импортные лекарства, мы их называем дорогостоящие, да, препараты, они обычно используются при тяжелых заболеваниях. Мы знаем, что лекарственные препараты у нас бывают оригинальные, да, и
и второстепенные, да, уже ну, воспроизводимые аналоги. Аналоги. Да, и вот оригинальные обычно называют дорогостоящие, импортные. Такие препараты, они работают, ну, как бы по лицензии, обычно используются в течение 10 лет, а дальше уже у нас получаются аналоги, но они ничем не хуже, они имеют такое же фармакологическое действие. И на сегодня в Российской Федерации активно ведется своя фарм-индустрия. Ну и вот вопрос, наверное, по получению информации. То есть мы сейчас поговорили, но не так много у нас времени. Кому-то заинтересовался, да, там, ну не заинтересовался, у кого-то есть потребность в этих лекарствах. Где можно, может быть, более подробную информацию получить? Может ли там терапевт, лечащий врач об этом рассказать? Все. Да, значит, необходимо сказать, что рецепты выписывает участковый терапевт по основному заболеванию при наличии рекомендаций узких специалистов, да, таких как кардиолог, эндокринолог, пульмонолог. Выписывает он по непатентованному наименованию. Да. Вот, например, ацетилсалициловая кислота, в народе аспирин, но существует 30 торговых наименований, а мы должны выписать именно по международному непатентованному наименованию. И выписать именно те лекарственные препараты, которые входят в клинические рекомендации и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их 840 лекарственных препаратов, которые ежегодно пересматриваются, значит, утверждаются правительством Российской Федерации. Это все есть на сайтах медицинских организаций, да, с этим можно ознакомиться. Врачи очень хорошо знают данную категорию и выписку льготных лекарственных препаратов. Ульяна Семеновна, спасибо вам за участие в эфире, за эту важную такую необходимую информацию, да, очень полезную. Желаем вам успехов дальнейших в работе и Вам хорошего дня. Всего доброго, Ну и спасибо. здоровья, конечно. А мы движемся дальше. Наше здоровье требует внимания и заботы, но есть еще один аспект хорошего самочувствия, который часто недооценивают: наше настроение, уверенность в себе, то, как мы себя чувствуем, глядя в зеркало. И здесь на помощь приходит не рецепт из аптеки, а то, что мы надеваем каждый день. Продолжаем разговор о качестве жизни, но с другой стороны. В рубрике «Мода и стиль» сегодня поговорим с дизайнером одежды, чтобы понять, как правильно подобранный гардероб может стать лучшим лекарством от хандры. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня наша любимая рубрика о моде и стиле. Сегодня мы решили сделать эксклюзивный выпуск и позвать в гости настоящего дизайнера одежды. Это будет уникальный человек, который знает о тканях, материалах, дизайне и, конечно, фасонах все. Спросим все самые наболевшие вопросы, и у вас будет возможность напитаться новой информацией и познакомиться с интересным человеком. Надя, привет! Здравствуйте. Это Надежда Докторова, дизайнер одежды. У нее есть свой бренд, очень известный у нас во всей республике, я думаю, что и в России, то есть за пределами ее, потому что уже много лет Надя занимается именно производством одежды на территории республики. Я считаю, что это очень важно, потому что все-таки вклад, как говорится, в наше местное производство. Ну и вся одежда у тебя всегда такая проникновенная, очень женственная. Я тебе все время об этом говорю, да, что вот это вот так. И одежда с национальным колоритом. То есть это, несмотря на то, что это бывает и классический костюм, он все равно имеет какую-то отсылку вот к нашей национальной идентике. Вот. И хотелось бы сегодня с тобой поговорить вот именно на тему производства материалов в том числе, да, потому что очень часто наши зрители спрашивают, а как правильно, например, выбрать материал? Потому что как выбрать что-то? Потому что очень часто бывает, купили, а в итоге получили не то, что хотели. То есть вот, может быть, вот в этом моменте бы хотелось, конечно, от тебя получить рекомендации, ну и немножко услышать, может быть, о том, чем ты вдохновляешься все-таки как дизайнер, что для тебя в приоритете, возможно, при производстве. Ну, во-первых, начнем с материалов, наверное. Да? Сейчас, в современное время, невероятное количество разных материалов. Если раньше, например, всегда считали, что синтетика – это немножко too much, там какая-то история не очень удобная, да, то сейчас такие материалы, появились на рынке, которые превосходят иногда натуральные, потому что всегда натуральные ткани, они всегда требуют особый уход. Это ручная стирка, глажка бесконечная, но современные материалы сейчас – это просто потрясающая история.
история. И я тоже раньше была адепт шелка, хлопка, льна, но сейчас я стала обращать внимание именно на искусственные волокна, потому что они, по сути, уже догнали себя с точки зрения науки, потому что они пропускают воздух. Да, потому что это одно из главных, да, возражений. Да, и они удобно выходят, потому что их не надо гладить. То есть ты их постирал, посушил и все. В современном мире мобильности это приоритет. Я часто как дизайнер с таким возражением встречалась. Ну вот за натуральными тканями нужно очень сильно ухаживать. Ну это да, вот это либо химчистка, либо ручная стирка. Сейчас ни у кого на это времени нет абсолютно. Ну да, я понимаю, потому что что касается именно шерстяной одежды, даже вот эта легендарная история, когда ты купила полноразмерный свитер, а потом вытащила из стиралки детский свитер. Да, и там да. есть и очень много видео в интернете, люди хаят бренда. На самом деле это уход. У брендов все правильно. Да. То есть вопрос в том, что нужно почитать бирку по обязательно. уходу. И при этом лучше не срезать, а оставлять ее. Да, чтобы не забыть. Да, чтобы не забыть. И даже в химчистку не принимают изделия без бирки, потому что она должна быть обязательно. Иначе, если ты не придерживаешься рекомендаций, изделие можно испортить легко. Также я еще обратила внимание, то есть, тоже это уже по опыту работы как стилиста, что, например, футболки, которые из 100% хлопка, они очень часто быстро теряют форму. Конечно. И еще белые футболки впитывают хлопковую желтизну воды. То есть, что футболка была беленькая, а и хлопок со временем... То есть, а когда есть примесь, например, эластана, да, каких-то синтетических, именно даже 2-5%, и тогда цвет футболки уже не меняется. Да, то есть, футболка даже в майские праздники, когда у нас вот эта вот вода желтеет, это, правда, сезонная проблема у многих, я думаю, люди прям отказываются от белого же в этот период некоторые. Белого очень боятся. И в производстве он самый сложный цвет, и по цене он всегда дороже производить, потому что белый цвет самый маркий. И, скажем так, я, конечно, люблю хлопковые футболки, но реально они, это через 2-3 стирки, это уже изделия, которые, практически на выброс, потому что действительно наша вода, наверное, не такая чистая, как хотелось бы. Но, тем не менее, наличие небольшого количества, допустим, либо полиэстера, либо эластана никак не вредит гигроскопичности, да, там, воздухопроницаемости, но при этом вы будете носить там несколько сезонов. Супер. Да. Супер. Супер. Я считаю, что это очень ценные рекомендации и советы, потому что для наших зрителей очень много вот таких вопросов практичных поступает. И, конечно, мода модой, да, картинка картинкой, но мы не забываем, что это одежда, все-таки наше мундирование, это наша защита в том числе. Конечно. И она влияет и на здоровье, и на самочувствие, и на уверенность. Да, То есть здесь закрываются сразу все 3 момента. Поэтому я знаю, что те, кто любит нашу рубрику, любят одеваться красиво, при этом качественно, красиво, чтобы это все выглядело эстетично. Поэтому, друзья, большое спасибо за внимание. В следующем выпуске мы обязательно вам расскажем еще много интересного. А мы переходим к следующей теме. В жизни каждого человека может быть момент, когда привычный мир рушится, но настоящая сила духа – это подняться и начать дело, которое помогает другим. Герой нашего сюжета Андрей Ильин с ограниченными возможностями по зрению сделал шаг, который изменил все. Он открыл свой кабинет медицинского массажа. О том, как вера в себя победила обстоятельства, смотрите в следующем сюжете. Каждое утро Андрея Ильина начинается уже с привычного маршрута, где светофоры и лужи существуют только на слух и ощупь. Но здесь, в небольшом кабинете на 2-м этаже торгового центра, мир обретает форму и смысл. 7 лет назад Андрей обратился в центр занятости, искал работу по специальности в сфере медицина. Там мужчине предложили написать бизнес-план и открыть свое дело. Я открываю самозанятость, и есть возможность от государства получить субсидию в размере 150 тысяч. Я уже, как говорится, думал давно открыть свое дело и решился на такой момент. Нужно было защититься. Определенный день, определенный срок дается на подготовку, прием, сдача документов. И в определенный день, когда нас всех вызывают, там же как бы конкурсная основа получается. Каждую индивидуально вызывали на прием в комиссию, и я защищал свой бизнес-план. Супруга Андрея стала не просто помощником, а верным партнером. Вместе они ведут приемы и встречают пациентов. Но есть у Андрея и свои секреты – технологические. Говорящая колонка и смартфон – незаменимые помощники в дисциплине. Так Андрей следит за временем, ставит таймер, ведет расписание и даже финансы. Вот настройки. Вот сейчас экран темный, я управляю телефонным жестом, посредством жестов, да?
Вот сейчас вот отключил я жестом вверх и влево. Экран у меня должен сейчас виден быть, да? Виден? Вот на первом экране у меня все обычные приложения, которые у всех есть. Потом вот моя рабочая клиентская база. Могу настроить произношение в предложении по предложениям, по словам и по символам, чтобы подробно все делать. Также пишу людям. Могу на цифровой клавиатуре набрать ответ, а могу голосовым вводом для ускорения процесса. Как признается наш герой, особых сложностей при открытии своего дела не возникало. С супругой они и до этого имели опыт в бизнесе. Потому приобретенные навыки и дисциплина помогают в уверенности в завтрашнем дне. А своя база клиентов и гибкий график – огромный плюс в собственном деле. Плюс в своей работе в том, что я могу сам себе устроить выходные. Ну и обычно вот в начале недели могу взять выходные. И иногда бывает, что дела какие-то есть свои надобности, да, необходимости. И вот так устраиваешь график и таким образом выкраиваешь время для свое личное время. Я бы хотел, конечно, в будущем свой отдельный кабинет иметь. Да? Планирую, но еще в ближайшем будущем, наверное, это еще время понадобится. Но к этой цели тоже можно идти. Я думаю, она достижима. Страхи и неуверенность преодолимы, заявляет Андрей. Главное не бояться и верить в себя. И пусть эта история послужит примером каждому из нас. Не бояться падать, начинать новое и помогать другим. Нужно идти, взять и идти и делать это свое дело. Не бояться, самое главное. Как говорится, есть правило пяти называется. Практика, 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 практика и осознанная практика. Катерина Винокурова, Аэлита Махно, Якутск. Массажист помогает снять физическое напряжение, разобрать зажимы в мышцах, восстановить свободу движений. А кто может разобрать зажимы в голове, когда вопросов больше, чем ответов, а школьная программа не всегда дает время на любопытство? В рубрике «Спроси учителя» дети задают вопросы, а учителя на них отвечают. Честно, интересно и без оценок. Сегодня в центре внимания русский язык и литература. Что школьники хотят знать о великом и могучем, почему классика до сих пор жива и как полюбить чтение, а не просто проходить его по списку. Сейчас узнаем. В начале было слово. И слово, что сегодня и вчера, имеет огромную силу. Владение словом – это великое искусство. А постигать это искусство помогают нам учителя русского языка и литературы. Анна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Готовы принять вызов 60 секунд? Да, я принимаю вызов. Здравствуйте, меня зовут Николаева Амелия, я ученица 8 Б класса Балугурской средней школы имени Егора Егоровича Пахомова Амгинского улуса. Анна Алексеевна, а правда ли, что Александр Сергеевич Пушкин сознательно избегал буквы «Ф» в своих произведениях? Давайте вспомним некоторые произведения Александра Сергеевича Пушкина. «Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, в багрец и в золото одетые леса». Действительно, в произведениях Александра Сергеевича Пушкина практически не встречается буква «Ф». Исключение составляют сказки. Буквально 4 слова мы видим в них, например, флот, цифра, анафема или в сказке о рыбаке и рыбке простофиля. Александр Сергеевич Пушкин избегал эту букву, скорее всего, потому, что все слова с ней заимствованные. А Александр Сергеевич все-таки ратовал за чистоту русского языка и старался, чтобы он был красивым, наш русский литературный язык. Здравствуйте, я Байшев Мишель, ученик 5 класса Мирёнской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева, Усть-Алданский улус. Скажите, пожалуйста, 1 тапка, 1 кроссовка, 1 кет – это точно русский язык? В русском языке
чаще всего ошибаются в образовании формы единственного числа таких вот слов, парных предметов. Очень часто, кстати, это у нас обувь. Действительно, одна тапка, одна кроссовка, один кет. Формы этого слова нужно запомнить. Если мы произносим слово тапок, кроссовок, то это форма родительного падежа множественного числа. Производство тапок, производство кроссовок. Здравствуйте, я Абутов Александр, ученик 9 класса Кобяйской средней школы Кобяйского района. Почему слово «кофе» раньше было только мужского рода, а теперь можно и среднего? Слово «кофе» появилось в русском языке в 1665 году. И тогда оно было в форме среднего рода. Но в XIX веке превалировал мужской род данного слова. Споры возникают до сих пор и возникали, потому что это иностранное слово, и влияние разных языков, оно, конечно, вызывает до сих пор споры. Но если мы с вами говорим о литературной норме, и нам необходимо опираться на словари, то все же кофе у нас мужского рода, а средний род может употребляться, слово может употребляться в среднем роде в разговорной речи. Но мы, учителя русского языка, все-таки рекомендуем использовать слово в мужском роде. Бережно относитесь к слову и помните, словом можно убить, словом можно спасти. Друзья, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме образования Якутии. Ну, учитель передает знания из учебников и личного опыта, и из тех истин, что проверены временем. Но есть и другие хранители знаний, тихие, неподвижные, но помнящие все. Это наши улицы, да. Они хранят историю людей, которые по ним ходили, события, которые на них разворачивались, и судьбы, названные в их честь. Сегодня в рубрике «Моя улица» познакомим вас с улицей Байкалова в Якутске. Здравствуйте, в эфире рубрика «Моя улица». И сегодня мы находимся в микрорайоне Залог, в одном из старейших уголков Якутска. Здесь проходит улица, названная в честь человека, который ровно 100 лет назад поставил точку в гражданской войне на нашей земле. В 1957 году первая колхозная улица была переименована в честь Карла Карловича Байкалова, человек с удивительной судьбой. Латыш по происхождению. Он стал легендой Якутии. Он партизан, революционер и полководец. И Некунде, как его называли почтительно местные жители. Карл Байкалов родился в 1886 году в семье латышского батрака. С 19 лет в революционном движении. За это его ссылали в Сибирь. Но ссылка не сломила, а закалила. Когда грянула гражданская война, Байкалов формировал партизанские отряды, бился с колчаковцами, прошел 1000 верст по тайге. А в 1922 году его направили в Якутию. Ситуация была критической. Белогвардейский отряд генерала Пепеляева рвался к власти, захватывал села, угрожал Якутску. Байкалов принял командование вооруженными силами губернии и разработал план, который военные историки до сих пор изучают как образец тактики. Кульминацией стал бой у озера Засыл-Сысы в феврале 1923 года. 52 градуса мороза, глубокий снег, перевес в живой силе у противника. Но Байкалов смог перехитрить Пепеляева тактически. Остатки его отряда бежали в Охотск, а вскоре и сам генерал попал в плен. Гражданская война в Якутии закончилась. После разгрома Пепеляева Байкалов остался жить в Якутии. Строил мирную жизнь, поднимал экономику, занимал высокие посты. Он умер в 1950 году в Москве, но его сердце навсегда хранится здесь. Сегодня улица Байкалова – это типичная улица Залога. Ее протяженность невелика – около 1,5 километров. Здесь соседствуют старые деревянные дома, например, дом номер 5 1965 года постройки и новые жилые комплексы. В районе ЖК Байкалова даже реализовали проект архитектурной подсветки, чтобы вечером улица сияла огнями.
Улица Байкалова раньше первая колхозная, простая рабочая окраина, а теперь память о человеке, который в лютый мороз с небольшим отрядом смог остановить армию и подарить республике мир. Это не просто улицы, это напоминание. Герои не всегда приходят из столиц. Иногда они рождаются в латышских хуторах, чтобы стать своими для далекой Якутии. Вот. Ну, на городских улицах звуков всегда много, мы это знаем, да, сигналы машин, шаги прохожих и прочее, да, иногда музыка из открытых окон, все это бывает. Все это хаотично, громко, без какой-то, сливается в один шум иногда, но есть профессия, которая как раз-таки умеет, да, вот весь хаос звуков собирать в одно единое целое. Рубрика «Выбор профессии» сегодня знакомит с хормейстером. Кто это? Дирижер, педагог или психолог? Как заставить 40 человек дышать в одном ритме и чувствовать музыку одинаково? И почему управлять голосами сложнее, чем оркестром? Я с детства очень любила петь в хоре, но я не ощущала, что я могу быть дирижером, потому что мне казалось, это что-то заоблачное, сложное, невозможное. Я была очень скромным, спокойным, нежным ребенком. Но когда педагог музыкальной школы хора сказала: «Люда, тебе нужно идти на хормейстера», я не могла кулаком никогда стукнуть. А это же очень волевая профессия. Она требует очень много разных умений, сложностей, способностей. Но я прислушалась, потому что я получала огромное удовольствие от пения в хоре. Поступила в музыкальный колледж и попала к замечательному педагогу Кантоновой Светлане Георгиевне. И я стала влюбляться в эту профессию с каждым днем все больше и стала понимать, что что-то у меня начинает получаться. Когда меня начали учить дирижированию, я получала уже какую-то практику, я получала огромное удовольствие от процесса. Когда ко мне пришли, ничего не умея, это были любительские коллективы каких-то университетов, как вот подобная практика бывает. И когда мы получали какие-то места, занимали, лауреатами становились, просто вырастали крылья, мурашки, я понимала, что я эту жизнь свяжу с собой, и я просто без этого жить не могу. И пошла выше в заведение, в академию, в аспирантуру и приехала сюда работать. Большой хор может включать в себя до 120 участников, а сводные хоры бывают до 1000 и более. Но в этом случае обязанности распределяются уже между несколькими хормейстерами. Интересно, а можно ли, так сказать, спрятаться в хоре и схалтурить, если, например, не успел выучить свою партию? Даже по взгляду в глаз, по рту можно понять, кто хорошо знает партию, кто нет. Кто подпевает своему соседу, а кто выкладывается, кто выучил партию и знает ее очень блестяще. Это же все видно по отношению к партитуре, по отношению взгляда на дирижера. То есть вообще все видно прозрачно. Я всегда говорю, когда скрипач или флейтист играет, все куда смотрят? Пальчики, да, и ухом, конечно, слушают. Когда поет певец, солист или артист хора, все смотрят артикуляция, глаза, да, а глаза — это зеркало души, голос связан с нашей душой очень сильно. И вот все, что у вас внутри, все здесь снаружи, все слышно. Это профессия, которая сложная очень профессия, она включает в себя и психолога. Ты должен быть и пианистом, и теоретиком, и вокалистом. И ты должен просто даже элементарно любить людей, иметь огромное терпение. Но все это идет от того, насколько ты любишь свою профессию, это все идет вытекающе. Очень сложная, многогранная, но, на мой взгляд, самая счастливая профессия на свете. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра.
Депутаты Госдумы предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в России до 60 тысяч рублей с нынешних 27 тысяч рублей. По их словам, повышение МРОТ уравняет зарплаты во всех регионах. В конце февраля, выступая на пленарном заседании Госдумы с докладом о работе Кабмина за прошлый год, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Кабмин последовательно повышает размер минимальной оплаты труда. Так, с этого года МРОТ прибавил еще пятую часть и достиг 27 тысяч рублей, что затронуло свыше 4,5 миллиона человек. Социальный фонд России в связи с майскими праздниками до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Уточняется, что досрочно будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, неработающим родителям ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Семьям, которые получать ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику 5 числа. Якутский кинодесант на международной арене в прошлом месяце. Делегация кинематографистов республики побывала на крупнейшем азиатском рынке Филборд. В рамках пресс-конференции медиатворцы поделились, что в Гонконге они представили 20 фильмов якутского производства. Особый интерес у иностранных дистрибьюторов вызвали наши документальные фильмы. «Холод» как визитная карточка в очередной раз себя оправдал. Удалось достичь договоренности по игровым картинам. Это уже вышедшее в прокат «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой и премьера «Пентхаус» Степана Бурнашова. Но это не предел, уверены кинематографисты. Сотрудничество с зарубежными коллегами будет только расширяться. Речь идет не только об экспорте, но и копродукции. Мы планируем создать в конце этого года фонд развития кино Якутии объемом до 200 миллионов рублей, чтобы мы выделяли деньги не именно на создание кинофильмов, а на их постпродакшн и на их маркетинг. Самое важное – вкладываться в маркетинг, чтобы наши фильмы смотрели во всем мире, чтобы люди узнавали о них. У нас отлично снимают фильмы. У нас сейчас, мне кажется, наше кино достигло некого потолка, когда наше кино собирает до 50 миллионов рублей на нашем рынке, но очень важно выходить сейчас за пределы. Кроме того, лучшие кинематографисты Якутии получат региональных «Оскаров» весом более 2 килограмм. 16 апреля в Якутске в 3-й раз состоится церемония вручения национальной профессиональной кинопремии «Типчал». Об этом сообщает пресс-служба региональной компании «Саха-фильм». Премия вручается раз в 4 года и присуждается за достижения в области кинематографии и за вклад в развитие национального кино. 20 якутских фильмов, снятые за последние 3 года, претендуют на звание победителей премии в 12 номинациях. Победители получат якутские «Оскары», статуэтки человека, стоящего на горе с солнцем в руках. Фигурка отлита из драгоценного металла и весит более 2 килограммов. Я вернулся, и я в порядке. Свой первый юбилей творческая группа «Voice Мир» отметила ярким мультикультурным шоу. В честь 5-летия коллектива артисты подготовили особую программу, в которой прозвучали произведения на 5 разных языках. Подробности далее в сюжете. Песнями на 5 языках отметил свой юбилей мирнинский коллектив «Voice Мир». В честь 5-летия артисты подарили зрителям программу «В дружбе народов великая сила». Со сцены Дворца культуры «Алмаз» прозвучали современные композиции на русском, якутском, кыргызском, бурятском и татарском языках. Юбиляров поддержали лучшие вокальные и танцевальные коллективы города, а также приглашенные артисты. В составе коллектива 26 человек. Это вокалисты разного возраста, которых объединяет любовь к музыке и культуры разных народов. Коллективом руководит Рустам Кидяйкин. За 5 лет группа дала десятки концертов в Мирном и районе. Артисты сами готовят номера, работают над вокалом и сценическими образами. Руководители культурно-спортивного комплекса «Алроса» вручили солистам группы «Voice Мир» благодарственные письма, а зрители искупали коллектив в овациях. В планах артистов новые программы и выездные концерты.
Это были все новости этого утра. До встречи в эфире. Ну а 9 апреля, то есть сегодня, на экраны выходит приключенческая комедия «Золото Тойонбая. Дневник геолога». История о купце, который спрятал клад в якутской тайге во время гражданской войны, и о двух современных друзьях, отправившихся на его поиски. И сегодня у нас в гостях создатель этой картины, режиссер и сценарист Владимир Амосов. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, первый вопрос, как вообще родилась идея снять приключенческий фильм? Вообще, идея у людей, мне кажется, рождается снять фильм, когда в первый раз смотришь на телевизор и пытаешься догадаться, откуда, как эта картинка идет, да? Смотришь сзади телевизора. То есть это зерно, наверное, появилось давным-давно. Но команду мы собрали, начали думать об этом 2 года тому назад с моим другом Евгением Ельгаевым, который выступил генеральным продюсером. А команду собрали буквально в прошлом году в это же время. Да, все как-то закрутилось, завертелось. Как раз был период смены деятельности, работы. И, ну, как каникулы, можно сказать, да? И в это время, а почему не сейчас? Вот так родилась идея. Ну, и все закрутилось. Нам известно, что сценарий, да, к картине писался 2 года. Вот за это время вот какие-то правки случались, правки да? происходят. С чем связан такой? Ну, правки происходят вообще всегда. Сперва ты делаешь идею, потом находишь антагониста, ну, чтобы зрителю было интересно, да, какую-то сюжетную линию, что мы хотим, какие смыслы хотим передать. И это каждый раз, чем с большими людьми ты разговариваешь, когда пишешь сценарий, ты понимаешь, а вот это лишнее, а вот это так. А потом, когда уже и съемки проходят, там уже сценарий тоже меняется, потому что люди играют так, которых ты подобрал. Кому-то подходит больше это, и не хочешь ему навязывать, чтобы он живее играл, ну, в кино, да, и наоборот выходит очень хорошо, постоянно корректируешься. Ну и тут, конечно, тоже надо сказать, Алексей Амбросьев, знаменитый сценарист, он мне очень четко показал, как надо правильно собрать, что сделать, чтобы фильм получился. Ну, то упомянуто было, что как начиналась вся история фактически там какой-то каникулярный момент, да, между работой. Есть ли планы вернуться к основной работе, или кино затянуло, и хочется сейчас, наоборот, вот в этой стезе, в этом пути развиваться? Я вижу, сегодня я смотрел передачу, как вы утром разговаривали, очень много тезисов про здоровье. Я сейчас работаю в этой сфере, да. Но в эти дни взял отгул, когда у нас идет премьера. Вернуться туда, но это же как у любого человека есть основная работа, где он работает, свою экспертизу показывает. Но есть такое понятие, как хобби. Скорее всего, я пока не знаю, это первый фильм, и насколько это затянет. И человек, который съездил на рыбалку 1 раз, может на охоту всю жизнь теперь уже посвятить, да? Хотя он работает на основной работе. То же самое с кино, наверное. Было ощущение, пресс-показ мы делали позавчера. Но это удивительное чувство. Я в тот день для себя осознал, что вчерашний день уже не вернуть, как бы, да? Мир разделился на до и да, после. до и после. Это шикарное чувство. Я очень надеюсь, что зрители, которые придут, посмотрят наш фильм, у них тоже будет такое понимание, что до фильма и после фильма. Потому что мы вклали, вот как я рассказывал, очень много смыслов, очень много ценностей. Взяли, у нас линейка, есть старшее поколение, есть среднее поколение, да, вот, и есть молодое поколение. Молодое поколение пытается здесь и сейчас. Старшее поколение уже смотрит с опытом. Среднее поколение, оно между, можно сказать, да, какой-то держит баланс. И зритель должен будет найти своего любимого героя, а героев у нас огромное количество, и профессиональных актеров, которые Дмитрий Шадрин, Эркен Садовников, Баснаев, Бессонов, боюсь кого-то не назвать, Портнягин, да, и молодой состав, это тех людей, которые Степан Петров, Каламчана, Адельфо, стендаперы, Сурюмясин, и, ну, кого ты не назвал? Извините меня, если что, друзья, Далмараева, Хампадова. Большой каст очень, и причем и профессиональный, и молодые. Молодые, да. И что хочется сказать, вот вообще смысл, мы немного, я же инженер, да? И мы их пытались посмотреть от обратного, что получит зритель, посмотрев наш фильм.
Мне показалось сегодня, вот это как раз передача, которую я сегодня попал, вот предпоказы, которые сейчас были, сюжеты, очень много о здоровье, да? Вообще здоровье человека, оно же связано со снятием стресса, ну, все начинается со стрессов, да? И до того, как ты начинаешь принимать лекарства. И мне кажется, те люди, которые сходят на наш фильм, они этот стресс немного отпустят, понемногу ментально посмотрят на мир по-другому, да? И получат щепотку счастья, которые, и вернувшись домой, они обязательно это передадут своим родным. Смысл, наверное, содержался в этом. Содержится в нашем фильме, но оценят они сами. Ну, будем надеяться, что оценят так, как и закладывался. В смысле, с другой стороны, можно всегда найти какой-то свой. И вам спасибо, вам успехов. Надеюсь, премьера действительно пройдет в полном аншлаге. С премьерой вас поздравляем. А зрителям мы хотим подарить возможность собственно, попасть на этот фильм. Да. Не обязательно сегодня, в любой какой-то день. Потому что впервые, да, у нас есть для вас игра и возможность выиграть 2 пригласительных билета в кинотеатр. При том, что это как бы приглашение не на какой-то конкретный сеанс, вы сами можете потом согласовать с кинотеатром, какой сеанс, какой день, прийти, посмотреть. 2 пригласительных, а получит их тот человек, которому, ну, повезет. Потому что в нашей группе Макс, вы видите вот тут QR-код. Уже, да? Уже есть вопрос, да, уже есть вопрос, на вы который можете нужно ответить. заходить, отвечать, да. Какой у вас любимый фильм? Да. А потом в конце дня, сегодня вечером, по генератором случайных чисел будет выбран человек, который получит эти билеты. Мы желаем вам всем удачи. Всем удачи. Ну и удачи в сегодняшнем дне. Увидимся завтра в это же время на телеканалах Якутия 24 и НВК Сахар. До встречи.